И буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных других методов и средств. От слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций. Не внушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идет о уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И так, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом. Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества. Так не прекращаются попытки реализации сценариев цветных революций. Активно используется карта национализма и экстремизма. Разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ. Чего они добиваются, те, кто это делает, мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом. При этом наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую грязную бомбу. Говоря об угрозах на пространстве Содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, Аль-Каида, другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границы с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион. Очевидно, что ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами. И наша общая задача максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений. На решение этих задач сегодня важно мобилизовать все веренные вам силы и средства. И, конечно, в полной мере использовать накопленный опыт и контакты, которые, как мы уже не раз убеждались, заметно увеличивают потенциал и эффективность работы каждой службы. Одна из приоритетных задач – совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве-участнике СНГ. Важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах Содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты. Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности. Сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу. Серьезный вызов формирует действующий на Украине черный рынок оружия, и его на контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов.
высокоточных образцов оружия. Далее, на Крымском мосту попытки диверсии на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены. Да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены. По-прежнему актуальными остаются и такие задачи, как борьба с киберпреступностью, наркобизнесом, ликвидация трансграничных преступных сообществ и, конечно, развитие сотрудничества в деле охраны государственных рубежей. Уверен, что сегодняшнее заседание послужит общему делу укрепления безопасности наших стран и Содружества в целом. Конечно, повысит эффективность совместных действий спецслужб по нейтрализации общих угроз. Уважаемые коллеги, друзья, я желаю вам успехов. Успехов в вашей очень нужной, востребованной работе. Сложной, но очень нужной работе. Благодарю вас за внимание. Спасибо.